Смотрите в программе. Благодаря новым знаниям и современным технологиям Якутия вышла на новый уровень в раннем выявлении рака у онкобольных. У аграриев Хангаласского района в самом разгаре уборка картофеля. В этом году им засеяли порядка 700 гектаров. Каким выдался урожай? А в Алекминском районе открыли мемориальную доску в память о почетном доноре и отличнике здравоохранения России. В эфире вечерние новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Правительство выплатит безработным родителям по 3000 рублей на ребенка. Премьер-министр Михаил Мишустин постановил продлить на сентябрь действующую меру поддержки. За каждого несовершеннолетнего ребенка родители получат по 3000 рублей к пособию по безработице. На социальную поддержку могут рассчитывать около 2 миллионов 800 тысяч граждан. Для финансирования новых расходов из федерального бюджета будет выделено порядка 8,5 миллиардов рублей. Говоря об эпидобстановке в регионе, за минувшие сутки в Якутии выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции. В Якутске 30, в Мернинском районе 12, в Нерюнгринском и Татинском по 5, в Хангаласском 3, в Верхнеколымском и Аймеконском по 2 и единичные случаи в других районах. COVID-19 унес жизнь еще одного якутянина. За сутки лабораториями региона проведено свыше 3600 исследований на вирус. Учеников 4 школ Нюрбинского района перевели на дистанционную форму обучения в связи с эпидситуацией в Наслегах. Как сообщили в территориальной администрации, решение было принято на заседании районного оперативного штаба. Так, Чепандинская, Харулинская, Малыкайская и Жарханская средние школы переведены на дистанционное обучение из-за новых случаев коронавируса в селах. При этом в 3 школы приехали новые учителя из других районов. Также сообщается, что сотрудники Нюрбинского управления соцзащиты перешли на удаленную форму работы до особого решения. ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у 2 сотрудников. На сегодня решением оперативного штаба Нюрбинского района, по рекомендации Роспотребнадзора Нюрбинского района и по приказу Управления образования Нюрбинского района, 5 школ Нюрбинского района переведены на дистанционную форму обучения. Это в Малыкайской школе, Марской школе, Жарханской, Октябрьском наследии и сегодняшнего числа в Чапандинском наследии обучение уже переведены на дистанционную форму. Но мы перевели на дистанционную форму обучения на 14 дней и уже выход в научную форму обучения у каждой школе индивидуально. Борьба с онкологическими заболеваниями в Якутии вышла на новый уровень. В конце сентября у нас в регионе запустили пилотный проект по раннему выявлению, который рассчитан на выявление 6 форм рака. Подробности уникального проекта выяснял Петр Васильев. Уникальную программу для выявления онкологических заболеваний запустили в республике в рамках национального проекта здравоохранения. Веб-приложение под названием «Онкопоиск» рассчитано на выявление 6 основных видов рака, которые являются ведущими причинами смерти населения региона. На первом месте на протяжении многих лет стоит по заболеваемости и по смертности стоит рак легких. У женского населения это рак молочной железы, рак печени стал достаточно занимать лидирующие позиции, желудочно-кишечный тракт – это колоректальный рак и рак предстательной железы. На первом этапе участнику проекта предлагается пройти онлайн-опрос, направленный на выявление факторов риска у определенных групп населения. Если по его результатам выявляется высокая группа, то система сама сообщит об этом и предложит пройти обследование в онкодиспансере. Остается только выбрать время для посещения врача. На первом этапе в работу запущен только скрининг рака легкого. Другие программы будут подключаться поэтапно. Веб-приложение отличается удобным интерфейсом и возможностью прохождения анкетирования в любое время. Несмотря на то, что проект действует пока только в Якутске, его результаты уже впечатляют. Этого числа уже на веб-платформе зарегистрировано 847 человек. Из них по возрастной категории прошли анкетный опрос на риск развития рака легкого 346 человек. Почти треть из них, это 112 человек, было предложено пройти углубленное обследование, это низкодозная компьютерная томография органов дыхания. Как отмечают врачи, для выявления онкологии в республике используют самое современное оборудование, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. Помогло оно и в пандемию коронавируса. В ходе прохождения низкодозной компьютерной томографии у большинства пациентов взяли исследования на COVID-19.
Сегодня в процессе апробации специалисты изучают плюсы и минусы системы «Онкопоиск». В дальнейшем этой программой охватит как можно больше якутян, чтобы люди из групп риска своевременно попадали в поле внимания врачей. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Регистрация самозанятых продолжается в Якутии. Регион присоединился к проекту с 1 июля этого года, и с тех пор любой желающий может зарегистрировать свою трудовую деятельность в этой форме. Достаточно установить официальное приложение «Мой налог» на свой смартфон. Для начала необходимо пройти регистрацию и получить подтверждение. Для этого понадобится паспорт гражданина России, либо учетная запись в кабинете физлица на сайте Федеральной налоговой службы России. Регистрация занимает несколько минут. С начала запуска проекта на территории Якутии числится уже более 20 тысяч самозанятых граждан. Граждане, которые зарегистрированы как самозанятые, они полностью легализуют свой вид деятельности, это раз. Во-вторых, и самое главное, они могут воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которые направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. Обязательное условие для самозанятого – это отсутствие сотрудников наемных, то есть он должен сам оказывать услугу. Есть, конечно, определенные ограничения по видам деятельности, которые могут заниматься самозанятые, а также максимальный объем дохода – это 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Направление использования социального контракта расширено. Помощь теперь может быть взята на приобретение товаров, необходимых для ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовку к осенне-зимнему периоду, на добровольное лечение от алкогольной зависимости и другие мероприятия по социальной адаптации семьи. Также большое развитие получил социальный контракт на поддержку личного подсобного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В ближайшей перспективе планируется активно расширять сферу поиска работы, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Средний размер помощи предпринимателям и фермерам составил 155 тысяч рублей, а на преодоление трудной жизненной ситуации – 17 900 рублей. У аграриев Хангаласского района в самом разгаре уборка картофеля. В этом году под второй хлеб было выделено порядка 700 гектаров земли. Помимо продовольственного картофеля на территории района выращивают и элитные сорта. Какой выдался урожай, узнала Виолетта Засимова. Общество с ограниченной ответственностью «Наука» производит семенной картофель с 2010 года. В основном такие сорта, как Пармас, Тулунский ранний, Северный и Якутянка. Собранный осенью семенной картофель перебирают, калибруют и хранят всю зиму в хранилище со специальным микроклиматом, чтобы весной реализовать хозяйством республики, а оставшуюся часть – частным лицам. В этом году предприятие из-за пандемии уменьшило посевную площадь под семенной картофель до 20 гектаров. Нынче, скажем, урожай средний. Лето было очень жаркое, осадков было мало. Но, в принципе, мы поливали, но все равно при такой температуре, при такой жаре бывает то, что Массовая уборка картофеля на полях ООО «Наука» началась 2 сентября. Помимо работников предприятия, ежегодно в этом процессе принимают участие школьники и студенты. Так, в этом году были привлечены учащиеся покровских школ номер 1, номер 3 и Ойской школы. График у школьников сокращенный. Каждый класс работает 2 дня в неделю. За один собранный куль выдают 30 рублей. Так, мы приходим в школу, в 8:30 завтракаем. В 9 часов собираемся, выезжаем, приезжаем где-то в 10, а работаем до 12, потом отдыхаем в 1 час, потом обед. После 2 часов опять работаем и заканчиваем обычно в 4 часа. Также в уборке картофеля помогают студенты-первокурсники Актемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета. Будущие агрономы и земельщики проходят здесь производственную практику. Завершить уборочную кампанию на картофельных полях ООО «Наука» должны до 15 сентября, пока не ударят заморозки. На данный момент собрано около 60% урожая семенного картофеля. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Саженцы голубых елей Минэкологии Якутии подарила детскому саду поселка Бердигистяк Горного района. Сегодня воспитатели и отряд воспитанников «Зеленый патруль» высадили их на территории детского сада. Отметим, что голубая ель является одной из самых ценных пород древесины и занесена в Красную книгу России. И мы начали этот свой проект с марта 2020 года. Назначили ответственного воспитателя и создали
группу детей, «Зеленый патруль» называется. И эти наши воспитанники совместно с воспитателями ведут экспериментальную долгосрочную работу. Они ухаживают, наблюдают. И мы в конце должны сделать методические рекомендации, выпустим брошюру. И у нас главная цель – это вырастить наши голубые ели и распространить в нашем горном улусе. Открытие мемориальной памятной доски отличнику здравоохранения России прошло в Алекминске. Почетный донор страны, врач-хирург Андрей Пшеничников проработал в отделении хирургии Алекминской центральной больницы с 1994 по 2019 годы. Прошел путь от практиканта до заведующего отделения. На открытии памятника присутствовали родственники, коллеги, друзья и пациенты, которым он когда-то сохранил здоровье и жизнь. Вот эти люди, они являлись, во-первых, они заложили значит, все те традиции, которые должны работать в хирургии, которые работали. Они сохранили состав наш, они умели заинтересовать в результатах труда не только врачей, но и с младшим медперсоналом, и средним медперсоналом. И вы знаете, когда идешь, вот, говорю, чтобы не было стыдно посмотреть в глаза, что ты, когда идешь с работы, что ты сделал все, что возможно. И к новостям спорта. Московские лужники стали местом встречи масс-рестлеров России. Состязания прошли в рамках фестиваля Moscow Fitness Fest и собрали участников из 13 регионов России и стран ближнего зарубежья. Максимальное число спортсменов представила Владимирская область, их было 8. Состязания прошли по стандартным правилам. 4 весовые категории у мужчин и 3 у женщин. На помосте встретились как профессиональные, так и начинающие спортсмены. Республику Саха-Якутия у нас ярко представил Виктор Крылов, который занял тоже призовое место. Он является студентом Московского вуза. Масс-рестлеры России всегда отличались тем, что мы очень дружны, очень толерантные. Но если говорить о всей России, то в следующие выходные, 13 сентября, пройдет открытый турнир в городе Калининграде. Потом 18 числа по 20 будут всероссийские студенческие игры в городе Нальчике. Мы туда выезжаем специально проводить соревнования по масс-рестлингу. На этом пока вся информация. В 20:00 на нашем канале подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.